Добрый вечер. Сегодня 22 июня, среда, 846-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Обвинение в терроризме за беседу на кухне. Александр Попков, адвокат обвиняемого по делу Хизбут Тахрир Эмир Усейна Куку, рассказал, почему задержали его подзащитного. Также, по его словам, ФСБ давит на родственников крымских политзаключенных. Оккупационные силовики приходили в школу к сыну Эмира Усейна. 5-й месяц Эмир Усейн Куку сидит в СИЗО. Все это время сотрудники ФСБ не оставляют в покое его семью. Под психологическим прессом спецслужбы оказался даже 9-летний сын правозащитника. Приобнял за плечи в присутствии еще двоюродной сестры Бекира, сказал: слушай, брат, ты же понимаешь, что вот тебе мама, наверное, говорит о том, что твой папа уехал там на работу, куда-то деньги зарабатывает, куда-то в командировку. На самом деле нет, он связался с плохими людьми, эти люди там проповедовали ислам иноверцам, плохо себя вели, вот они твоего папу, в общем-то, взяли, твой папа будет сидеть 10-12 лет. По словам адвоката Александра Попкова, Эмир Усейн Куку пострадал из-за своей правозащитной деятельности. Изначально с ним пытались договориться. Когда не вышло, его задержали по делу Хизбут Тахрир, обвинив в участии в террористической организации. В ходе открытого судебного заседания был оглашен некий документ, это справка-меморандум, она у вас есть в распечатках. И это единственный эпизод, который реально вменяется Эмиру Усейну, которым, как мы теперь поняли, значит, там 4 человека, это Сирук, Куку и Бекиров, обсуждали якобы проводимую ими вербовочную деятельность, а именно передачу лица по имени Дамир от Бахтика Улану для дальнейшего обучения. Еще они рассматривали для вовлечения в деятельность лиц по именам Сахаб, Руслан, Курбанаджи. Затем зашел туда Алиев и им что-то рассказал, значит, про Хизбут Тахрир. Сейчас его содержат в ужасных условиях. Камеры переполнены, спят по очереди. Правозащитники утверждают, таким образом в России ломают политических арестантов. Еще один из элементов давления на этих людей. Согласитесь с обвинениями, мы изменим условия содержания, мы поменяем, и все будет хорошо. То есть, если бы эти люди были в чем-то виноваты, зачем, и у Российской Федерации есть доказательства этой вины, зачем оказывать такое давление, достаточно предъявить такие доказательства. По делу Хизбут Тахрир 11 и 12 февраля этого года было задержано 14 человек. 4 из них арестовали. До этого в Севастополе были задержаны еще 4 крымчан по той же статье. Сейчас их судят в Ростове. Исмаил Газиев, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Крымскому журналисту Николаю Семене, которого российские спецслужбы обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Российской Федерации, нужна поддержка украинского государства. Об этом сегодня заявил адвокат журналиста Александр Попков. Он уверен, что если вмешаются власти, как в случае с другим его подопечным Геннадием Афанасьевым, осужденным в Крыму за терроризм, то и Семене удастся избежать преследования. Эмоциональное состояние и здоровье Николая Семены ухудшилось из-за преследования российскими спецслужбами. Об этом сообщил его адвокат Александр Попков. ФСБшники пришли с обыском к крымскому журналисту 19 апреля. Его обвинили в написании статьи, в которой силовики увидели высказывания, угрожающие территориальной целостности России. Николая не стали задерживать и оставили до суда под подпиской о невыезде. Его адвокат Александр Попков не раскрывает подробности дела. С него тоже взяли подписку о неразглашении тайны следствия. Он смог поделиться только стратегией защиты. Он сам себя идентифицирует как гражданина Украины, который, в общем-то, по своей неволе попал вот на территорию, которая аннексирована другой страной. И он, в общем-то, на этом, я думаю, будет строить свою защиту, мы с ним будем строить. Кроме того, что он журналист и вправе высказывать свое мнение. Гражданин Украины нуждается в поддержке своей страны, заявляет адвокат. Он уверен, что рассчитывать на российское правосудие не стоит, и поэтому уже провел переговоры с представителями украинского консульства. Выяснилось, о Николае Семене власти ничего не знают.
очень хочет, чтобы Украина обратила на него внимание и каким-то образом его освободила. Это однозначно. Мы с ним на эту тему разговаривали, и он прекрасно понимает, что там у него все очень беспросветно и бесперспективно. История другого его подзащитного, Геннадия Афанасьева, дает надежду и Николаю Семене, уверен адвокат. Сам Афанасьев, которого сначала в Крыму осудили на 7 лет за терроризм, а потом вместе с Юрием Солошенко обменяли на 2 граждан Украины, обвиняемых в сепаратизме, сегодня пришел поддержать своего защитника. Говорит, теперь его задача – спасать таких же, как и он, политических жертв российского режима. Я за останній тиждень, окрім того, що займався просвітницькою діяльністю серед журналістів, я зустрівся з іншими вже звільненими політв'язнями. Зустрівся з родичами Кольченко, Сенцова, Виховських, Клиха. Я віддав при зустрічі всі свої емоції, от все, що у мене всередині було, я їм віддав, щоб донести, що їх хлопці повернуться додому. Николаю Семене грозит 4 года лишения свободы. Он много лет был собственным корреспондентом еженедельника «Зеркало недели» и газеты «День в Крыму». Роман Спиридонов, Ильдар Тарахташ, Заман, АТР. Украинский омбудсмен пообещал вернуть 34 крымских политзаключенных. Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила после встречи со своим российским коллегой Татьяной Москальковой. Но она уточнила, что список неполный и еще будет дорабатываться. Севастопольские села и в этом году не газифицируют. В прошлом году оккупационный губернатор Севастополя Сергей Миняйло пообещал жителям Верхнесадового, Пирогова, Фронтового и Полюшка подключить их к газовой сети. Даже был выделен почти 1 миллиард рублей. Однако планы изменились, и сроки выполнения работ перенесли на конец 2019 года. В 2014 году, в октябре месяце, губернатор города Севастополя делал следующее заявление. Газификация Севастополя завершится до 2016 года. Севастополь будет полностью газифицирован через год. На газификацию Севастополя выделено 900 миллионов рублей. Деньги выделены. Была принята программа газификации. То, что вот это произошло, это преступление. И я с этой трибуны не прошу, а требую господ из департамента городского хозяйства и уважаемого Сергея Ивановича Миняйло решить вопрос о том, чтобы газификация села Полюшка была завершена в 2016 году. С началом курортного сезона в поселке Мирное, что под Евпаторией, закрываются магазины. С такой инициативой выступили сами предприниматели, поскольку арендную плату увеличили в несколько раз. Предприниматели собственноручно отремонтировали эти помещения несколько лет назад. Сейчас их заставляют платить по новой цене, как за отремонтированные помещения. Вот смотрите, мы брали этот магазин очень давно. Был просто в убитом состоянии, без крыльца. Здесь что только не было. Пол был полностью провален. Двери, козырьки, туалет, стены, окна, стеклопакеты. А сейчас там как можно? Можно, конечно, проходить. Мы не понимаем, что за методика расчета и на основании чего заламывает такие цены. Как нам сказал сам оценщик, мы немножко с ним общались, задавали вопросы. Я считаю, все улучшения, которые вами в данный момент произвелись вот за этот весь последний период времени, как собственность государства. То есть те улучшения, которые мы внесли в наши арендуемые помещения, сейчас мы сами у себя арендуем. То есть смысл в том, что мы теперь всю эту красоту сами арендуем и еще должны за это заплатить. Будем рассматривать совсем скоро, я думаю, на ближайшей сессии вопрос о дифференцированном подходе к аренде муниципального имущества в наших поселках, потому что на сегодняшний момент она равна аренде муниципального имущества с городом Евпатория. Это действительно несправедливо. Мы пошли навстречу предпринимателям в этом вопросе и будем вносить в нашу методику начисления арендной платы изменения, уменьшать эту арендную плату.
Крымские очереди стали местом ссор. В интернете появилось видео, где керченцы в одной из местных больниц возмущаются организацией работы учреждения. Больные по несколько недель стоят в очереди, чтобы попасть к врачу. Нет, сегодня постой в очереди, завтра опять приди постой в очереди. Нет. А вам надо... Он сегодня принимает, завтра, только к нему надо брать талоны. У вас другой терапевт не устроит. Только надо к своему. Он же знает, как лечить. Ну, конечно. Дурдом. Я встаю в пятницу, понимаете? В Днепровском районном суде Киева прошло заседание по делу экс-депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганыша. Прокуратура Крыма ходатайствовала об изъятии оригинала видеоматериалов телеканала АТР в качестве доказательства участия Ганыша в принятии Российской Конституции Крыма 11 апреля 2014 года. А защита подсудимого пожелала вызвать другого крымского экс-депутата в качестве свидетеля. Подробнее в сюжете. За новую Конституцию проголосовали без обсуждения и единогласно. Заседание началось с просмотра видеоматериала принятия Российской Конституции. Однако защита подозреваемого в госизмене депутата сомневается в достоверности видеосюжета. Там не можна ідентифікувати, де відбувалися події, інкримінована Ганышу Василю Васильовичу. Цей відеоматеріал був в мережі YouTube і був доступний для огляду. Але ми ставимо під сумнів саме цей відеосюжет, який ми сьогодні оглядали, тому що він з'явився лише в цьому році. На видео обвиняемый Ганыш присутствовал в зале во время принятия главного документа оккупационной власти. Чтобы развеять все сомнения, прокуратура Крыма просит изъять оригинал показанного в суде видеоматериала. Просимо суд надати слідчому відділу прокуратури Автономної Республіки Крим тимчасовий доступ до речей документів, саме до оригіналу оглянутого відеозапису, провести його огляд, встановити депутата в якості свідка особу під псевдонімом Аліма Альдемак. Мотивуємо клопотання це тим, що зазначене відео опубліковано на файловому відеопластинці від лише 18 березня 2016 року і не могло бути відомим органам досудового розслідування під час проведення досудового розслідування. Экс-депутат и его защита против. Они уверены, прокуроры сознательно затягивают процесс. Я вважаю, що зараз суд має з'ясувати і встановити винуватість, невинуватість Ганыша на підставі тих доказів, які були зібрані на стадії досудового слідства. Якщо з'являться в майбутньому якісь докази, будь ласка, держава в особі компетентних органів не позбавила можливість пред'явити додаткове обвинувачення в рамках іншого кримінального провадження. Коллегия судей лишь частично удовлетворила ходатайство прокуратуры. Право тимчасового доступу до речей документів, а саме оригінал відеозапису прийняття Конституції Русь щодо подій, які мали місце 11 квітня 2014 року, ТСВ, телеканалу АТР за адресою місто Київ, вулиця Вільних, 17. У разі невиконання даної ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, який наданий дозвіл на доступ, право на доступ, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України. Встановити особу під псевдонімом Аліма Альдемак, яка 18 березня 2016 року розповсюдила відеозапис під назвою «Прийняття Конституції» за посиланням на файлову відеохолодну YouTube. Адреса вказана в іншій частині клопотання відмовити. Адвокат подозреваемого Андрей Руденко попросил суд вызвать в качестве свидетеля бывшего коллегу обвиняемого, экс-депутата Верховной Рады Крыма Сергея Зайцева. Судьи удовлетворили пожелания защиты. Следующее заседание суда назначено на 14 июля. Эльвина Седулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР.